Руководство Барки Тоджик объяснило, почему Таджикистан поставляет электроэнергию в Узбекистан. Иран тайно поставил России 18 беспилотников. Саудовская Аравия закрывает свое посольство в Афганистане из-за угрозы нападения со стороны исламского государства. В Турции решено снести пострадавший от землетрясения город Нурдагы. Глава Барки Тоджик Махмад Омар Асазода объяснил поставки таджикской электроэнергии в Узбекистан подготовкой энергосистемы Таджикистана к присоединению к объединенной электроэнергетической системе Центральной Азии. По его словам, существуют определенные требования для восстановления параллельной работы энергетики Таджикистана в региональной системе. Асазода отметил, что в соответствии с этими требованиями Таджикистан должен поставлять в месяц до 10 миллионов киловатт-часов электроэнергии в Узбекистан и до 5 миллионов киловатт-часов в Кыргызстан. Он подчеркнул, что в следующие месяцы эти страны должны вернуть полученные объемы электричества в Таджикистан. Январские поставки таджикской электроэнергии в Узбекистан он отнес именно к таким подготовительным работам. Министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана Далер Джума 30 января на пресс-конференции сообщил, что процесс присоединения электросетей центральной части Таджикистана к центральноазиатской энергетической системе посредством линии электропередачи Узбекистана завершится не позднее апреля этого года. Он отметил тогда, что до настоящего времени данный проект реализован примерно на 85%. Иран использовал российский военный катер и свою государственную авиакомпанию для контрабанды новых типов современных беспилотных летательных аппаратов дальнего радиуса действия в Россию для использования в войне с Украиной. Об этом сообщает Guardian со ссылкой на свои иранские источники. По меньшей мере 18 беспилотников были поставлены военно-морскому флоту России после визита российской военной делегации в Тегеран в ноябре прошлого года. По данным издания, российская сторона выбрала 6 беспилотников «Муджахир-6», которые имеют дальность полета около 200 километров и несут 2 ракеты под каждым крылом, а также 12 беспилотников «Шахед-191» и «129», которые также имеют возможность нанесения удара воздух-земля и могут возвращаться на базу после выпуска ракет. Британская газета отмечает, что новые беспилотники, в отличие от более известных дронов «Камикадзе» «Шахед-131» и «136», могут летать на больших высотах. Более того, власти Ирана отправили в Москву 54 технических специалиста, чтобы помочь интегрировать дроны в работу ВС России. Собеседники газеты рассказали, что большая часть беспилотников была тайно погружена на российский военный катер в Каспийском море, а остальные дроны были отправлены государственной иранской авиакомпании. Последний беспилотник был поставлен на вооружение 20 ноября, пишет издание. Из соображений безопасности Саудовская Аравия на прошлой неделе закрыла свое посольство в афганской столице Кабуле, сообщает Тулу Ньюс. Министерство иностранных дел Саудовской Аравии в своем заявлении сообщило, что их посольство в Кабуле было закрыто из-за опасения возможного нападения со стороны исламского государства. Далее говорится, что дипломаты и сотрудники посольства переведены в Исламабад. Афганские СМИ цитируют официальных лиц Министерства иностранных дел Саудовской Аравии, что исламское государство планировало взорвать здание посольства в заминированном автомобиле. По сообщению Reuters, дипломаты Саудовской Аравии вылетели по воздуху и перебрались в Пакистан в конце прошлой недели из-за предупреждения о повышенном риске теракта в Кабуле. Не сразу было ясно, как долго саудовские дипломаты намеревались базироваться за пределами Афганистана или сколько из них покинули страну. Между тем, администрация афганских талибов опровергла сообщение, заявив, что саудовские дипломаты уехали на обучение и вернутся. Город Нурдагы, который серьезно пострадал при землетрясении в Турции, решено полностью снести, сообщил телеканалу НТВ исполняющий обязанности губернатора Усман Билгин. По завершению спасательных работ власти намерены отстроить весь город заново. Мы пережили колоссальную катастрофу. Мы приняли решение вместе с министром градостроительства Курумом. Все завалы убираем, город полностью сносим на 100%. Мы нашли под завалами одного только дома 150 погибших. Город будет построен заново, указал Билгин.
Поисково-спасательные работы в Нурдаге продолжаются в районе последних 8 домов, под завалами которых могут оставаться люди, рассказал Осман Билгин. Так спасатели извлекли из-под завалов 18-летнего выжившего юношу спустя 160 часов после катастрофы. Нурдаге – это районный центр в провинции Газиантеп. По последним оценкам, до катастрофы в городе жили почти 17 тысяч человек.